Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вас, мои хорошие, дорогие, любимые. И мы с вами узнаем, что ждет вас в личной жизни в ближайшие 2 недели. Что будет происходить, меняться. Да, все узнаем. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени. Спросите просто, что ждет меня в личной жизни в ближайшие 2 недели. Либо что случится за 2 недели в личной жизни. Ну и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Вы с кем-то обнимаетесь, ну красота! Красота, вы с кем-то обнимаетесь, а вон какая-то дамочка слезы льет, смотрит и слезы льет, но поделать ничего не может. Так, в ближайшие 2 недели будете и обниматься, и целоваться, и время классно проводить с очень симпатичным мужчиной. Мужчина, который вам либо нравится, либо очень понравится. Да, вот прям не захотите ему отказывать. Слушайте, ну, тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, да, чтобы у вас все так и произошло. Если вы в ссоре с любимым человеком, то 100% помиритесь. Помиритесь, все у вас будет лучше, чем прежде. Да, будете обниматься, целоваться, друг другу время посвящать. Ну и какая-то дама будет плакать. Прям плакать, волать, смотрите, как руки к небу. Да как же так? Да за что? То ли он от нее откажется, то ли отвернется, то ли она свой шанс упустит, да, добиться этого мужчины. Ой, девочки, вы вне конкуренции, вы должны об этом знать. И хочу вам сказать, что счастье вам к лицу. Прям совершенно по-другому выглядеть будете. Будете ходить, и прям искры от вас летят. И глазки блестят, и щечки розовенькие. И энергия придет, и силы появятся. А ну-ка, да? С мужчиной всю ночь напролет друг друга любили, а потом бодрячком утром проснулась по делам, либо на работку, либо бизнесом занялась. Прям тьфу-тьфу-тьфу, еще раз. Ну, красиво, замечательно. Так, девочки, еще вы должны знать о каком-то плане, хитром плане вас куда-то заманить. Вас, ну вот здесь показано, будут заманивать в какое-то место, в чей-то дом, мне больше идет дом, дача, ну, жилое что-то, да, вот туда вас будут заманивать, чтобы с каким-то мужчиной вы увиделись. Либо это будут смотрины, либо этот мужчина уже был в вашей жизни, и вот он с кем-то сговорится, да, чтобы вас заманили, чтобы вы еще раз встретились, либо смогли пообщаться. Ну, это зря потраченное время, скажу вам как есть. Да? Вам нужно этого момента избегать, чтобы вы не расстроились, и время зря не тратили, и чтобы с вот этим вот у вас проблем не было, да, с кем вы будете обниматься и целоваться. Здесь обманным путем вас будут заманивать. Вам могут сказать, что кому-то требуется помощь, либо у кого-то именины, либо хотят, чтобы вы кого-то проведали, да, кто-то прям очень соскучился, плохо себя чувствует, да, осталось там жить 5 минут, и вот человек хочет вас увидеть, да, вот каким-то обманным путем вас в какой-то дом будут заманивать, чтобы с каким-то мужчиной вы увиделись, либо просто он вас увидел, да, может это действительно смотрины, и вас с кем-то хотят свести, вот, ну, что мужчина тусклый, что место тусклое, что и вечер будет тусклый, да, лучше туда не ходить, чтобы не расстраиваться и время зря не терять. Но будут заманивать, прям за руки, за ноги будут тащить. Ну, у кого-то, вот видите, бывший с кем-то сговориться, да, чтобы с вами еще раз повидаться, либо что-то обсудить. Но вам явно не понравится, поэтому этого момента избегайте. Так, и еще для тех, кто у меня в паре, в браке. Нет, скорее всего, для тех, кто в браке. Здесь мужчина деньги на вас будет тратить. Хотя, может быть, и в паре, да.
Ну, просто он вас женой называет, то есть на жену трачу, да, я на жену трачу, да. Если ваш парень называет вас своей женой, то это тоже про вас. Мужчина будет много тратить, как-то безрассудно вот идет, да, он тратит безрассудно, не думает о завтрашнем дне, да, не думает о будущем, то есть готов на вас все, что есть, потратить, но вплоть до того, что у кого-то отыграется, что мужчина в долги даже может залезть, чтобы вам вот этот праздник жизни показывать, либо ваши хотелочки реализовывать. Вот, вы, пожалуйста, его контролируйте, чтобы потом не было печальных дней, да, когда перед фактом долг, либо деньги закончились, и нужно где-то их брать. Да, мужчина тут такая щедрая душа, хочет произвести на вас впечатление, показать, что ему ничего для вас не жалко, что вот все для вас, ради вас. Но, с другой стороны, он прям не считает вообще, даже ни в одном глазу, да, прикинуть бюджет там на несколько дней вперед, либо неделю вперед. Очень много может тратить. Также может вас повезти в какой-то шикарный ресторан, там все подряд заказывать, да, то, что кушаете, то, что не кушаете, там дорогое винишко, либо шампанское, да, вот, не позволяйте ему так транжириться. Вот. А если будет наличкой давать, то, девочки, откладывайте. Откладывайте, потом точно пригодится. Да, много тратит мужчина. Так, еще. Вот тут для девушек, кто, ну вот свободная девушка, да, вот свободная, она работает много, у нее там какие-то интересы, спорт, дела, семья, да, родственники, я имею в виду. Свободная девушка, молодая здесь показана. Вам какой-то мужчина будет звонить, ну, по телефону, да, созвонится с вами. У вас прям такой этот шок, ступор, да, откуда номер? Как он раздобыл мой номер, что ему надо? А он вас, значит, очень нудно, занудно начнет о чем-то расспрашивать, как вокруг да около будет ходить. Я вам так скажу, в эти 2 недели вам будет звонить именно тот, кто является вашим тайным поклонником, кто безумно до мурашек влюблен в вас, до вот этих бабочек в животе. Вот какими-то правдами, неправдами раздобыл ваш телефон, долго думал о причине, да, ну с какой причиной он вам будет дозваниваться. Вот там с горем пополам что-то придумал. В общем, ждите звонка, и этот звонок будет именно от того, кто является вашим тайным поклонником. Вот именно идет мне звонок. Ну, потому что он по-другому боится. Он боится, что он не сможет из себя слова выдавить. Если вы лично вот где-то пересечетесь, скорее всего, у него так и происходит. Вы с ним встречаетесь, он такой: о боже, теряю сознание, да, и отползаю. Вот, не может с вами заговорить. А по телефону вот как-то ему, наверное, проще, либо какие еще варианты, да, ну разве что телефон. Вот, так что здесь прекрасный шанс узнать, кто является вашим тайным поклонником. И, кстати, не исключено, что он вам потом постоянно будет дозваниваться, постоянно что-то вам, какую-то ересь будет нести. И вы такая: ну что он от меня хочет? Да, кто дал ему мой номер? Заблокировать его, что ли? Да, вот такие мысли у вас будут. Хотя мужчина очень скромный. И если бы он был чуть-чуть раскрепощенней, то вполне себе хороший, годный вариант. Но тем более он уже влюблен. Его уже от вас мурашит, понимаете? Вы для него как свет в оконце. Самая желанная женщина во всей Солнечной системе. Вот вы для него такая. В общем, как-то по телефону немножко терроризировать вас будет. Ну, не сильно, не переживайте. Немножко, да, вот там 1 раз в сутки, возможно, да. Вот как-то так не идет. Так, еще, ну, здесь мне уже женщину показывают состоявшуюся. А у вас дети, внуки, скорее всего, внуки, да. Потому что слишком маленькие, это, да, внуки. Но вы такая красоточка, вы такая дерзкая, вы такая вот сама по себе горячая штучка. Ой, здесь у вас 2 кавалера. Они то ли знакомые, то ли они в одном месте будут находиться. Вот прям чуть ли не подерутся за вас. Там такое начнется, там такое. Сначала они вдвоем кинутся за вами ухаживать, привлекать ваше внимание к себе. А потом, значит, они там, ну, на друг друга начнут косяки кидать. Вот, закидоны всякие. И чуть ли не подерутся. А у кого-то отыграется, что прям, да, подерутся.
ну, потолкаются, это прям 100%. Слушайте, ну, вам даже как-то стыдно за них станет, да, вот это испанский стыд, и вы такая, блин, вот это попало, что за контингент, да? Что за мужики, вот. Но они неплохие, просто они такие красивые, как вы никогда не видели. И оба, знаете, как в поиске, да, своего личного счастья. И тут вы, богиня, понимаете? Конечно, их накроет, конечно, они будут так себя вести. В общем, девочки, не судите строго. Ну, хоть они там не первой свежести мужики, но тем не менее мужики вот такие, знаете, два петуха, хочется сказать, да, но не в том смысле, а в нормальном смысле. Вот, в общем, буду, да, за вас, девочки, драться, толкаться. И это будет и отчаянно, и смешно, и даже как-то очень глупо, немножко стыдновато. Почему-то стыдновато будет вам, да, за их такое, ну, детское, юношеское поведение, хотя уже далеко не юноши, судя по этим знакам. Ну да, будут толкаться, будут драться и будут прям доказывать, кто у них там самый главный альфа-самец, да, кто достоин внимания богини. Да, девочки. И замесы вы уже давно не попадали. Ну, что есть, то есть. Зато потом будет смешно рассказывать своим подружкам. Здесь показано, как мужчина, который в ваших мыслях, в вашем сердце, но не показано с какой стороны, да? Мы можем думать о тех, кто нас обидел, и мы можем думать о тех, кого мы любим, за кого мы переживаем. То есть этот мужчина по факту может быть вашим обидчиком, этот мужчина может быть вашим возлюбленным, и также этот мужчина может быть вашим родным, да? Вот родственник, сын, например, либо внук, либо брат, либо отец. Вот показано то, о ком постоянно думаете, кто у вас в голове, на сердце, на душе, этот человек выйдет на связь, какую-то весточку вам отправит. А скорее всего, вот что-то типа сообщения, либо ну, электронное письмо, да, там что-то у человека не ладится, что-то не очень хорошо, либо очень там серьезная загрузка, может, со связью какие-то проблемы. А человек именно вот писать, а вы читать. Он вам пишет, вы читаете. Ну вот какую-то весточку вам подаст, вот объявится, показано. Показано, что будет какая-то весточка от этого человека. Кстати, да, наверное, все-таки вы думаете, вы переживаете, вы любите. Вот так мне идет. Не негативите на этого человека. Либо, может, раньше негативили, а по прошествии времени все уже забылось, да, и вы будете очень рады и благодарны судьбе, что получилось у человека с вами связаться. Скорее всего, вы приблизительно понимаете, что человек в не лучших условиях находится, и, ну, либо какая-то вот тотальная, колоссальная занятость идет. Но вот весточка от этого человека придет. Может быть, коротенькая, типа жив-здоров, да, возможность, я тебя наберу. Вот как-то так мне идет. Но самое главное, что весточка придет, да, что вы немножечко успокоитесь, да, вот на душе, на сердце полегчает, как успокоение немножко найдете. Так, и еще одного человека мне показывают. Это человек непростой и явно не свободен. И явно он не пальцем деланный, такой, знаете, вот крутой какой-то, крутой, да, может, начальник какой-то, любит понтоваться, там дорогие вещи, часы дорогие, автомобиль там большой такой, прям тоже дорогой. Мужчина тоже вот не идет не первой свежести, ну, как потасканный немножко, да, со временем, либо другими женщинами. Такой любвеобильный мужчина мне идет. Присматриваться к вам станет. Присматриваться, причем в наглую, знаете, вот прям рассматривает, оценивает. И вы себя чувствуете, будто бы вы обнаженная. Вот неприятненько вам будет. Ну, такой ушлый мне мужичонка идет. Может быть, какой-то начальник-чиновник, да, либо, ну, вот как крутой новориш какой-то, вот, да, мужчина. Прям как этот банный лист, да, вот куда вы, туда и он, куда вы, туда и он. Да, если начальник, то постоянно с ним будете встречаться, да, постоянно как будто бы поджидает вас там в коридоре, допустим, либо у лифта, либо на выходе, да, вот как поджидает. Вы такая, что тебе надо? И прям смотрит, как раздевает, понимаете? Вот такое ощущение, что вы голенькая стоите. Да, начнет проявлять к вам интерес. И, девочки, если это не пресекать, то он перейдет во вторую фазу. Вторая фаза – это уже приставание.
Вот, смотрите, конечно, что в ваших интересах. Но, девочки, тут вы должны знать, да, что мужчина, ну, такой вот он, ну, не для серьезных отношений. Нет, конечно, вы тоже у меня все разные. Если вы заинтересованы в какой-то яркой, скоротечной интрижке с опытным мужчиной, то да, это как бы ваш вариант. Если вы настроены на серьезные отношения, если вы не хотите, ну, окунаться в пучину страсти, да, в пучину тайных отношений, то, конечно, лучше сразу дать отпор этому человеку, да, пока он еще на вторую фазу не перешел. Ну, вам выбирать, это ваша жизнь, никто никого не осуждает, вы вольны жить так, как вам нравится, да, развлекайтесь, как хотите, грубо говоря. Да, просто есть девушки, которые тоже не хотят серьезных отношений, которые хотят вот именно какой-то новизны, страсти хотят, да, которые устают от долгих отношений. Да, может, вы уже состоялись, реализовались, вам это не интересно. Вам не интересно, чтобы кто-то рядом сидел и вонял, да, и за кем-то ухаживать, кого-то терпеть. Да. А вот встретиться, пообщаться, разойтись – это типа ваш вариант. Ну, у каждого своя жизнь, еще раз говорю. Вот этот мужчина, он для этого. Именно для этого он опытный, он знает, что женщинам нужно, он это женщинам дает. И это не только про интим, это еще и про подарки. Да? Вот. Ну, смотрите сами. Но это будут тайные отношения, скоротечные, возможно, да, если вы будете настаивать на том, чтобы этот мужчина с вами был. Ну, а если вас тайные отношения устраивают, то почему бы и нет, да? Развлекайтесь. Так, еще одинокий волк. Ну, наверное, не волк. Это волк, это слишком громко. Собачка. Одинокая собачка. Мужчина, который ваш друг. Друг, приятель, может быть. Мужчина, которого вы знаете. Очень одинокий. Мне идет, что он как-то хитро будет к вам подкатывать. И начнет с того, что вот я такой одинокий. Вот, нету ли у тебя какой-нибудь знакомой женщины хорошей, приличной для меня, чтобы там познакомиться, либо дай мне совет, либо я там на сайте знакомств регистрируюсь, вот подскажи мне, что лучше написать, да, чтобы женщину там хорошую найти. В общем, он будет хитро подкатывать, но типа просит вас о помощи, а сам, значит, на вас рассчитывает. Но я думаю, что вы быстро его раскусите. Но, с другой стороны, человек он неплохой, и вы давно, скорее всего, знаете друг друга, дружите. Как-то будет немножко неудобно, некомфортно. Лучше сразу, девочки, отказать, чем потом вот это вот как-то все это сводить на нет. Ну, мне идет именно такой формат. Ну, а в целом мне нравится ваша отсыпка. Вижу, что вам будет весело. Вы у меня, как всегда, в центре внимания. Особенно радует вот этот момент, где вы счастливы, где вы обнимаетесь и целуетесь. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.